О субботнике Идрис Суров узнал из социальных сетей. Работы по благоустройству территории кладбища начались в 10 утра. Сегодняшнее мероприятие – это прежде всего дань уважения усопшим. Вооружившись перчатками и вилами, начали сбор отросших за год сухих кустов. Уж ханц тяж чаннах лабих кыш эгер дуах кадыр кыш мужмиди яда дарях кыш истен де дырвы ерги хамты ян халк бяхка işte ноғусул деш татсы спонсор ноғусул деш хақайыр это yok энер хагуле герой яги герой ян işte. Вспоминая трагические дни осени 92-го, религиозные деятели, местные жители и родственники погибших и пропавших без вести читают дуа. Десятки неравнодушных жителей республики ряд за рядом очищают территорию кладбища от сорняков. Юноармейцы подметают площадь комплекса. Не остались в стороне и студенты Ингушского государственного университета. Инструмент есть, эндерар, двигатель да вот, а я не говорю, что да, двигатель, наш ашках что сама даже дух то двигатель. أيوه في جانب أيوه هش تسبوها جورج ستحابي نوس حط بحك بيشقنا بوين تطبع بين ذات شبيرش دو أندر حط بحك بوين إن شاء الله وأنا عن جافان بين عليه الصلاة والسلام كشمت أندر كشمش كدودر دير هذا قانون ذاك إمي إسكش شيت أنا خده وزوار وندق لأس نخناخ احتوال بيز دو أندر. Яндиевы, Цуровы, Кациевы, Ханиевы – сотни жертв конфликта, фамилии которых запечатлены здесь, на установленной стелле. Все эти люди погибли или пропали без вести в результате событий осени 92-го года. Особый взгляд приковывают 5 безымянных могил. Их имена и фамилии неизвестны, но эти люди навсегда останутся в памяти народа. Поиски пропавших без вести ведутся и по сей день. Люди были вынуждены покинуть свои родные дома в пригородном районе и городе Владикавказе. Были сотни убитых, сотни без вести пропавших. Вот если мы посмотрим направо, у нас там стоит стела, на которой написаны имена погибших и без вести пропавших. На сегодняшний день у нас числится без вести пропавшими 192 человека. Вот мы готовимся 30 октября к этой скорбной дате отметить, чтобы не забывали об этих днях и напомнить лишний раз о том, что вот эта проблема, она есть, ее надо решать. На памятнике в списке жертв конфликта увековечен и отец Хадизы Гетагазовой 1926 года рождения. В то время он отказался покидать свое домовладение в Буро-Маре. Долгие годы Хадиза вместе с семьей искали отца, ходили на опознание. Но попытки были тщетны, они уже потеряли надежду найти его живым. Но очень мечтали хотя бы похоронить отца, как полагается. Все стало ясно в 2009 году. В 2009 году началась экспертиза, проводиться ДНК-экспертиза. И среди этих захоронений, 21 захоронений, под 6 номером долгие 18 лет, оказывается, лежал мой отец. Здесь, да? Здесь, да, на мемориальном кладбище Гозот Кашмышки. И проводились ДНК-экспертизы, привезли военных врачей с Ростова, с Московской военной лаборатории. И под могилой номер 6 долгие 18 лет лежал мой отец. ДНК совпало его, и ДНК мое совпало. И таких историй сотни. Некоторые делятся болью с журналистами, а кто-то просто сдерживает слезы и продолжает очищать кладбище. Здесь не принято разграничивать могила родственника или чужого человека. Трагедия коснулась всех тейпов, всего народа. Ада Мережкова, Акрамат Дасхоев. Новости 24.